Итак, ребята, всем привет! Сегодня у нас новый контент. Сейчас выгоняю свой пепелац, свой аппарат, чтобы загнать сюда автомобиль, который мы сегодня будем ремонтировать. Он у нас уже давно маринуется. Ну и как бы человеку надо проблему устранить. То есть он сам хотел отремонтировать машину, но сальник что-то, в чем-то причина, почему-то опять побежал. Сам поставил коробку, сам все делал вроде бы, но что-то сделал неправильно. И решил уже сейчас загнать в сервис, чтобы уже доделать автомобиль. Вот. Ну все, встречаем. Nissan Sirena. Вот такой вот автомобиль. Давай, заезжай. Красавчик. Костя! Ты развернись, задом заедь лучше. А? Ни хрена. Но вот лужа. Вот только вот набежала где-то. Он примерно стоял где-то, наверное, час. И вот столько уже набежало масла. Но это моторное масло конкретно. Да, давай. Бежит с мотора. Давай, 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 давай. Давай, давай, пряменько. Давай прямо, вот так, прямо, 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 хорошо. Чуть-чуть, Костя, выверни туда. Вот туда колесо. Да, вот так чуть-чуть, ага. Давай, давай, давай. Давай, давай, смело, смело, смело. Прямо, прямо. Вот так, давай. Хорош. Все, нормально. Все, закрываем. Ну, он у нас уже был на диагностике. На диагностике я уже тогда еще посмотрел. Я тогда еще определил, что масло бежит конкретно с коренного. С двигателя бежит. Сейчас тоже посмотрел, с движка масло бежит. Вот здесь мы сейчас и будем снимать коробку. Тут у нас удобно. Вот это удобная сторона, которая нам нужна. Сейчас здесь домкратим, все разберем. Костя уже разбирал, знает, как ее в принципе разбирать, да? Да. И мы такую машину разбирать будем первый раз. Буду учить. Поэтому, в принципе, да. Есть кто нам это все покажет, как фишечки снять, покажет, расскажет. В принципе, это такое дело. Вот. Это, наверное, шок-контент для всех, потому что первый, наверное, видео на ютубе скажете там: хозяин учит гибридчиков, как ремонтировать автомобиль свой. Но, извините, Ниссаны к нам приезжают очень редко. Вот это первый ремонт будет. Максон, погоди, я тут рассказываю. Ну ладно, долби, долби. Короче, а Макс уже ставит у нас на фита сцепление, подшипник. Туго идет, не хочет идти. Не хочет идти? А почему? Ну, холостой ход, видишь, другой немного. Да? Ну, сейчас думаешь. Ну, ты же уже загонял его, нормально. Загонится, куда денется. Ты этот, ВДшки чуть-чуть капни. В эту-то корзину я не вставлял это. А, в ту корзину. Да какая разница, корзина одинаковая. Ну. Все должно быть. Нормально зайти. Ты немножко ее ВДхи туда чуть-чуть подалей, да, она пойдет. Да? Так, все есть у нас, все есть, да, все, сейчас начнем. Ну ладно, мы начнем, а вы смотрите. Что у нас за корзинка будет? Отличная корзинка. Тишина. Ты слышишь вообще? Вообще ничего. Вот в этот пепелац сейчас пойдет эта корзина красивая. Я вообще нихуя не слышу. О, ставьте лайк. Вон. Костян тут разбирает уже.
И еще отличие посмотрим. Мгм. Вот она ехала на этом подшипнике. Мгм. У него слышал переключение? Чик-чик. Да. Чик-чик. Да, да. Переключение. А на это не должно. Не должно на этом быть. Ага. Как бы как на вариаторе. Да. То есть Идёт? плавно. Да, без этих. И я так подумал, что у меня подшипник не гудит. Мгм. Ну такие переключения есть у меня. Ну вот, а так вот, тут, Суховатый, вот, походу. вот такой автомобиль у нас Nissan E-Power. Технология просто обалденная. Вот эта вот штука вообще творит чудеса, да? Ну да. Это у нас силовая установка. Сколько она киловатт? О, она, блин, точно не скажу, везде по-разному. Кто 84, кто 60 с копейкой пишет. Мгм. ВТС-ки непонятно, тоже у всех все по-разному. Ну у тебя же она выдовая? Нет. Нет? Передний, да, только? А. Ну так, все удобно, в принципе. Вот дроссель. Ты дроссель когда-нибудь чистил? Нет, хочу его чистить. Его надо чистить. Мне кажется, Надо чистить на Ниссане Ну, тоже. если- Ну и только его тут обучить. Надо посмотреть, что за дроссель. Его тут обучить по Если проблемнее. ты только ты ради себя Ну да, посмотришь, да, надо бы посмотреть. а, Тут все это разбирать надо? Да, мы сейчас Инвертор, инвертор снимать будем, сейчас откручивать его. Чеку по безопасности, да, снимаешь? да, Где она у него? вот чека. А, Чек отодвигается. Вообще вот удобно она, сделано. на два болта. Но. В Хонде она сзади, у Тойоты также она в подлокотнике бывает под сидушкой. Вот, все как по-разному. Ну, а так вот такой автомобиль прикольный. На больше контента хорошо. Еще пока что мы не поняли, вот это все в масле. Вообще жестко херачит. Да, разберемся. Ладно, сейчас клипсы, защиту все снимать. Зачем? Где отвертка? Кого? Нет, отвертка. Переходниченько. Но. Отвертка где-то есть, ага. Все, по-моему. Тут тоже вот надо ее открутить. Дай мне эту штучку, а?
Что скажешь-то, Костя, про Nissan? А? Про машину что скажешь? Нравится тебе машина? Машина нравится. Чем? Ну, Почему не Toyota? а? Почему не Toyota? Ой, Toyota. В какую Toyota не сядешь, все везде одно и то же. Везде один и тот же пластик, один и тот же запах. Все одно и то же, даже если она будет переделана. Ну да. Lexus не считается, крузак не считается. А все остальное Toyota, Виши, Кваквы. Скучная? всё скучно, вообще ничего нету. Ну да, но тут вот если брать Nissan, А У у не- Ниссанов... у него, смотрите, интерьер какой. У него руль уже более такой интересный. Ну, на Lexus тоже хороший руль. То есть так же выглядит все. Nissan, конечно, кучеряво сделали. Даже вот руль у него богаче, чем в Honda. То есть у него вот она какой-то богато вот держать его. Удобный хват, да. Садишься на нее, она приятная, от него отпускаться неохота. Ну и вот кнопочки все вот эти, да, удобные, Да. четко сделаны. Они чем-то, мне знаешь, что напоминают эти кнопки? Видеомагнитофоны тех годов старых, помнишь? 90-х годов, когда вот вся техника была качественная, когда, помнишь, все кнопочки вот эти, да? Помнишь, там аудиосистемы всякие были, GVC? Да. Вот у них что-то похожие кнопки были. Прикольно сделано, конечно. Ну, Да, и тактильно приятно. Да, не кожа рожек, это не лакшери, не люкс, но все равно приятно. ну да. И вот это вот у него классно сделано. Но Ну, короче, есть плюсы у Nissan. Хоть и говорите, что Nissan и сам, но в принципе-то тачка-то. и вот Крутая. все говорят, Toyota, Nissan, ебись сам. Ага. Вы залезьте, попробуйте. И в Toyota больше ебись. Ну чем да. Здесь. Здесь просто все маленькое, компактное. И единственное. Ну вот сейчас разбираю, вроде я ничего пока не ощутил неудобного. То есть Вообще. шаровые вообще прикольно снимаются. Ну, видать, то и надо, мощный более. Дай-ка я сделаю. Дай-ка. Не, дай. Профессионал что? Сняли мы балку. Сняли балку вот так вот. Вот снизу покажи. Ну, там уже доступ полный у нас. Все. Вот она коробка. Вот она уже все. Один. Вот инвертор один. Ага. И вот второй. Вечно больной, где фишка генератора. Вот она фишка Ага. генератора. Ну это Ага. люди, кто знает. Ага. Здесь. Вот это все снимается, отодвигается. И вот эти вот вот это все откручивается. Вот эти вот все. И под ним еще одна фишка генератора. И вот и она смазывается литолом Ага. полностью. Вся. Ага. И обратно сюда собирается. И здесь герметиком проходится по крышке. Потому что внизу обычно это как, как окисляется, и вверху окисляется. Нифига. Ты делал это? Да, у меня она в литоле. Хрена ты, Вся фишка в литоле. ты с этим, короче, Ниссаном жестко разобрался, Ну да? так, стараюсь. Уже знаешь его хорошо. В принципе. Люди помогают. Спасибо всем Но с России. молодцы, да? Ну и вот видосы тоже надо, по идее, писать, конечно. Ну и как-то их писать, вот, когда делаешь, ни хрена толком не покажешь, да? Ну, надо ставить. То ли делать, то ли... Да. Один должен кто-то, кто записывать будет конкретно. Оператор обязательно надо. Да, надо оператора. А у нас тут не получается все показать. В общем, суть какая, снимается вот эта башка. Ну, в принципе, тут ничего сложного. Всё, снимается вот это. Вот эта крышка откручивается, Да. там по 3 болтика, да? Да. Контакты По снял. два патрубка снимается, сливается жидкость. И Балку подрамник. любой дурак подрамник Да, открутит и вообще, всё, там и всё, 6 и полный болтов. доступ к двигателю. Ну, и все, в принципе. Сейчас наша задача что? Подушку открутить вот Сейчас эту. подушку откручиваем. А, нет. Не, мы щас задомкратим. Сейчас коллектор открутить. Ага. И потом ее уже расслабить все болты. И Вот подушку эти все от откручивать. этого. Эти, Да, ну, эти все от этого. Ну, они все от этого. м, Ну. Короче, придется только...
Я же, видишь, они не сорваны. Ну. Я же все посрывал. Так, по мелочи. А потом по кругу и все, мы. Да. Ну она тяжелая, наверное. Очень тяжело. Два двигателя. Я же тебе говорю, один. Вот, Сколько она весит? который один Как по думаешь? 1,40. Один, говорят, 40 весит. Угу. Будет килограмм, наверное, 120, наверное. Еба. Ну, около 100 точно. Ну это на домкратах двух надо даже? Или Почему? На одном. на одном пойдет так-то? Ну, Смотри. чисто на с доской, да? Да. С Надо, доской. чтобы его поставить было куда, и все, упереть. Да. И все, и больше никуда. Ну жесть, конечно. Вот это геморрой. Если сальник. А почему сальник давит? Вот это вот вопрос. Сейчас будем узнаем, найдем. Откроем и посмотрим. Либо поставил как-то не так. Ну. Ну не должно быть. Ну там как не так? Там сальник такой, что его вообще просто так не поставишь, по сути. То Берешь есть одной сальник, ну, подставляешь и просто забиваешь. накосячить вообще трудно, да? Да. Он широкий такой, хороший сальник. Трудно накосячить вообще. А как его давит? У него площадь большая, поэтому его и выдавливает. Может быть. Ну там и дерень вот такая. Но Сейчас покажем. жесткая давка происходит. И он, видать, ни хрена толком не держится. А что его нету, чем его там, чтобы вот что-то там придавило, что ли? Никакой площадки нету, ничего, да? Ничего нет. Офигеть вообще. Вот это жопа. Сейчас увидим. Ну ладно, Покажем. посмотрим. Разберем, покажем. Да, надо разбираться, конечно. Надо разбираться. Ну что, чаю пойдем попьем, а там разберемся. Так. Не хватит. Но, Попиздел. но не говори. Ладно, что заново. Дубль 2. Короче, двигатель 12 HR DE, да, двигатель? Да. 3 цилиндра, 6 форсунок. Такая конструктивная особенность двигателя. Здесь у него, в принципе, легко добраться до дроссельной заслонки. Вот это у него все полностью коробка, редуктор, мотора. Все вот эта вот часть, вот это вот. Все тяжелое, все здоровое, не как на других автомобилях. Сверху длинную, да, пожалуйста? Длинную? Ага. Какую? Крестовую? Минусовую. Минусовую? Вот она. Держи. Вот Костя уже второй раз разбирает, все знает уже. Как бы Обучаю. обучает. То есть мы такие машины не брались, честно говоря. Даже у меня глаза боялись этого делать. Но сейчас вот уже смотрю, уже более-менее уже понимаю, что творится. Там мы сняли балку, по низу тоже все открутили. Слили антифриз. Ну и выхлопную трубу тоже сняли, короче. Сейчас один датчик и будем двигатель снимать. Косые тут датчиков просто жесть. Все вот это надо откручивать. Все полностью, все датчики, которые видишь, все надо снимать. Коса просто сама освобождается. Ну и все, в принципе. Косу освободим и будем ронять двигатель вниз на домкратах. Вместе с коробкой. Половинить и смотреть дальше. Вот как-то так. Вот это называется Nissan. Ну да. Все так говорят. Не зря говорят, потому что машина конструктивно очень сложная. Вот реально она очень интересная, да. Она технологичная. У него датчик давления даже есть этого. Масло, получается, он стоит у него, где сразу масляный фильтр получается. Если что-то там с масляным фильтром не то, если забьется, я так понял, у него защита сработать должна. То есть, если у него что-то по давке с маслом будет не то, я думаю, что компьютер заблокирует работу двигателя, да. Вот так тут все устроено как-то интересно. Как-то так. Ну, смотрите, ребята. Продолжение следует. Это что? Ага. Уже почти, короче, отпустили двигатель. На 2 домкратах. Вот так вот. Потом также надо поставить будет. Да мы домкратов снимать не будем вообще. Ну. Не снимается, да? Это неудобно.
Дай-ка. Я тяжелый был. Не такой тяжелый. Все. Все. О! Места мало, пиздец. Места мало. Все, теперь. Вот так, короче. Вот она коробка от этого чуда. Вот коробка, а вот двигатель. Вот двигатель, да. Сейчас будем снимать маховик. Вот маховик будем сейчас снимать. Добираться до сальника. А за ним сальник. Ну. Вот так у нас машина стоит. Вся вообще в разборе, короче. Вот это у нас шок-контент сегодня, да? Шок, да. Это у нас, как это называется-то? Как он, блин? Киборг, короче, конкретно. Киборга раскидали. Чё течет-то, блядь? Ну что Неужто отсюда, а? Сальник, да? Ну, Этот сальник тоже тебе поменять бы неплохо было бы. а зачем? Или это все... Да это оттуда, походу, накидало. Да, это масло же. Ну не отсюда же. С маховика. Ну, давай пока не разберем. Давай все очистителем помоем. Давай, До суха. давай. Так. Ну не отсюда, это точно. Ну не похоже. Ну, может, этот сальник тоже может побежать. Можно, я бы поменял его. Ну, у меня нету его. Купить надо. Завтра. Ехать. Но. И поменять его тоже. Блять, я бы не менял бы его, нахуй. Не бежит, хули у меня. А если бежит? Откуда Сейчас ты мы знаешь? тут посмотрим. Может, чуть-чуть сыт. А потом, прикинь, с ним что-нибудь случится, нахуй. Блять, ну ладно. Будем сейчас тогда решать. Так, здесь без разницы, метить ничего не надо. Она стоит насмерть. Угу. Нет, здесь метить надо. Надо вот так вот пометить. Маховики? Да. Вот это с этим надо пометить. А, что уметь? Нет, надо пометить. Ну, лучше поставить так, как было. Да, пометить надо. Мгм. Вот эту штуку мы все равно крутить ничего не будем здесь. Ну да. Он на место встанет. Да, да, да. Все, а это пометить есть чем? Маркер там. Посмотри там. Сейчас посмотрим. Откручивай. Пометил же, да? Ну я пометил. Ну не эту пометил. А. Это похуй. А, ты монтажку. Хуя себе она затянута. Нихуя затянуто, это хорошо. Да, их вот, они так и были. До щелчка. Погоди. Ебется. Все, снимаем вот диск. Сухой. Угу. Наверное, смазывать надо. Угу. Потому что смазка как бы есть. Присутствовала. А этот откручивай этим пистолетом. Она хорошо пойдет. Пистолет. А где пистолет? Пистолет он тут где-то был. Вон он. А, это. член. Головочку вон там найди. Это- Подбери. Поебаться надо, поискать, но зато открутишь быстро. 5 секунд. Нахуй. Четырнадцать. А, нет. 16 походу. 15, Ага. 14. Что у нас? Второй день с Хондой возимся. То есть вчера она у нас не калибранулась, сегодня Макс заново все разбирает. Будем снимать коробку. Ну и уже будем менять корзину. Корзину я для него уже подготовил. Вот корзинка у нас есть. Вот такая вот. Контрактная корзина, хорошая. Толщина дисков очень даже большая. Вот. Практически это, можно сказать, новая корзина. Беганая очень мало. Так. Ну и будем переставлять туда этот же подшипник и пробовать калиброваться. Короче, она у нас не проходит калибровки. Такие дела. Ладно, что, смотрите контент дальше. Ну, GoPro. Вообще классно. Можно и процесс снимать, конечно. Лучше, оказывается, чем телефон. Да. Удобнее, но. Вчера видел, какое качество получилось.
посмотрел. Ладно, пойду покушаю, пока разбирай. Будем втыкать вот эту корзину. С подшипником выжимным. Оригинальным. Ребятки, всем привет. Продолжаем мы делать Ниссана. В общем, прикол такой, что вот поставили мы сейчас сальник. Немножко посадили его с 4 краев на герметик. Вот здесь немножко капнули, здесь, ну и тут вот чуть-чуть. Все, сальник мы очень хорошо сделали. Его вот что сальник, самое главное, его не надо не передавливать, не перестукивать. То есть он сейчас стоит ровно, везде одинаково. Вот. Сальник у него, вот сейчас Костя, вот мы парились, вот, короче, он перестучали. Да, вот этот сальник, он не оригинал. Ну, он не попадает в номер, он немножко другой. Дали ему в магазине вроде бы по номеру, а он не подошел. Почему? Потому что у него вот бывает вот такая каемка. Вот она, выемка. Эта выемка не дает ему нормально садиться. Ну, то есть вот сюда вот она не дает. Он вообще туда не залетает. Вот этот только сальник подошел у нас. Вот, и номер егошний, вот он. Вот он второй на запас его купил. Фирма Ростека. Сальник коленвал, а задний кросс номер 122 791 HCOA. Размер 84 на 117 на 8,5. Материал FPM. В общем, вот такой только подходит сальник у нас. Вот еще. Тут что-то какие-то есть. Номер. Другой больше не подойдет. Другой. Они все похожие. Вроде бы по размеру. Вот даже одинаково. В один, как да. будто бы. А разница... не заходит, яйцом встает и все. Да. Короче, прикол такой, что парень поехал в Кызылсыр у нас на выходные. И просто там прилип с этой машиной, потому что у него резко побежало масло. Сальник просто оттуда вывалился, давануло. И вот сейчас вот он, получается, там ездил сюда в город, купил сальник, да? Угу. Поставил сам. Он вот это все уже сам делал, без нас, как бы. Первый раз в Кызылсыре, не в таких гаражных условиях, а вот именно в плохих условиях. Да, все это уже знает, как разбирать. Поэтому мы Ниссанами никогда не занимались, но сейчас мне вот с ним вот не страшно просто его как бы что-то с ним делать. Я знаю уже, где что разбирается. Угу. Как что снять, и мы как бы просто ему помогли сальник этот поставить. Вот. Ну и сейчас будем вместе собирать все это дело. Мы все как бы поможем, без проблем. Ну а так, может быть, и в дальнейшем будем ремонтировать Ниссаны. В принципе, машина... Ничего такого, в принципе, сложного-то нету. Посмотришь на вот это все, конечно. Но оно все тяжелое, громоздкое. И здесь нужен явно что-то типа подъемника. Тогда, да, тогда можно, в принципе, всем этим заниматься. А так нет. Так это очень геморройное дело на самом деле. Ну и сальник, кто как бы ставить не умеет, лучше, конечно, в сервисе это делать. Потому что сальник стоит 3, да? Не, то есть от разницы от 1400 до 2800. Ну можно его закосячить. Можно закосячить. Легко. Берите одно не. Берите 2. Сразу 2-3, да, потому что неверное движение. И в разных магазинах. В одного и того же не берите. Но я думаю, что сейчас мы поставим, и все будет хорошо. Не должно быть. Такое больше не должно давануть. Это какую давку надо, чтобы оттуда выдавить этот сальник? Это, знаешь, это уже тогда что-то вот надо будет искать проблему. Потому что, ну не может, в принципе, просто так сальник давить. Это может избыточное какое-то давление. А избыточное давление, в принципе, у тебя бы ошибки были бы какие-нибудь. У тебя подавки по компьютеру было бы что-нибудь неверное давление. Тут стоят очень умные интеллектуальные датчики. Вот он. Датчик давления, получается, на фильтр даже рядом стоит, вот здесь вот. Короче, эта тачка вся в датчиках напичкана. Тут этих датчиков мы пооткручивали штук 20, наверное, да, всяких разных. Больше даже, да? Угу. Ну вот датчики, фишки, коса большая. Сейчас все будем собирать. Ну и на этом. Сам по себе легкий, я его один поднимаю, килограмм 40, наверное, коробка 50. тяжелая. А коробка вообще, вот ее поднять не могу. Ну, коробка очень тяжелая. Вот этот сальник у него еще есть, тоже может побежать с коробки. Пока ты все. Да, вот как-то так. Коробка сама, не коробка, а редуктор. Сама вот
маленькая. Ну, я думаю, лучше, конечно, менять в паре эти сальники. И вот этот, и вот этот. Если уже располовинили коробку. Ну, не будем менять. Ну, да, не будем. Не будем. Потом, блядь, мало ли, еще потом его подбирать. Да. Ну все, в общем-то, ребятки. Такой контент. Ставьте лайк. А мы дальше будем собирать Nissan. Можно? Надо только тут. Гаечку найти? Да. Давай посмотрим. Короче, сейчас будем... Уже все, поженили коробку с мотором. Все будем сейчас ставить на место. Самое сложное это поставить мотор на кузов. И все. В таких условиях это не так-то легко. Если бы был подъемник, другое дело. А мы вот так вот все корячимся. Ну не делаем, второй день, да? Да. Вчера мы... Костя поздно приехал, получается. 3 часа. 3 часа. А мы до ночи, ну не до ночи, до сколько? Часов до 11 мы раскидали, да, ее? Да. Сняли ее. Сегодня вот утром уже ставим. Ходили. Поехали, сальник купили. Нашли кое-как. Ну и все, ставим. Ребята, мы занялись Ниссанами, и нам это нравится. Вроде неплохо. У нас теперь всегда будет стоять сирена в Не разборе. надо стоять в сирене. Не надо. Я последние 2 недели заправляю бензиновую машину дизелем. И знаете, мне это нравится. Тяга намного улучшилась и увеличились скоростные показатели автомобиля. Печка стала дуть намного теплее, а машина быстрее прогревается. Расход топлива стал намного экономичнее и появился приятный металлический скрежет. А еще это тачка моего парня, на которой он катает каких-то баб. Все, отпустили мы Каким-то его сирену пододвинуть, подожди. почти на самую Подвинуть бы, блядь. землю. Ставим коробочку. Ой, этот Оп. Все, вообще ништяк. Ну, Во, давай. Так. подымай. Ну, давай, поднимай. Подымай, он Давай. встретится сейчас. Я, если что, толкну отсюда. Чуть-чуть. Если не подойдет. Главное, чтоб не Давай, я чуть-чуть. Давай. Кость. Давай поднимем двигатель. Закрутили уже на подушке практически. Все. Сейчас кузов будем поднимать, ставить на козлы. И все. У нас собирать. и собирать. Проводка и ленту. А херня осталась. До вечера соберем. Балку прикрутим, все. Проблем вообще нет. Вот так, ребята, вот такой Nissan. Так тоже делается все. Видите, нет у нас никаких подъемников. Да, тяжеловато. Было бы, конечно, с подъемниками проще все, да? Да. Поднял, Быстрее. опустил. Ну, у нас вот такое вот. И мы легких путей не ищем. Главное это не инструмент. Главное это то, как его выполнять работу, да? И не бояться. Не бояться ничего, да. Ну, основной инструмент должен быть, конечно. Я имею в виду пистолеты там. Без домкратов и тому всему набору. Ну, домкраты вообще решают. У нас бы еще один такой домкрат. Вообще было бы четко. Я куплю потом. Еще один домкрат будет у Ребята, нас. давайте поможем скинуться. Вам же лучше. Ну и это, и козлы тоже, блядь, это палками тут пришлось бы. Ну, как обычно. Ну, Так, все, можно поднимать. подымать будем, да? Ну все, давай. Установили мы движок. Убрали. Все, сейчас осталось нам все подсобрать, все подключить датчики, Вот эту вот косу. косу. Ну, Здесь, в принципе, ничего сложного. Кто хочет разобраться, вообще, без проблем. Здесь все датчики, по сути, все, их не перепутаешь, ничего, Они фишки. все по Все своим по местам. своим местам. Коса тоже по своим местам раскидывается, и все. Вообще, вот чисто он пугает своим видом только, а на самом деле ничего сложного-то нету, по сути. Вот Не, чисто, Просто если у кого смысла не было ни разу, то такое не сможет. то лучше не делать. смог, да, Да. это тяжко. Смысл все равно должен быть. Конечно. какой-то. А так нахуй сломаешь, придавит тебя, прибьет. и Да, пиздец да. будет. Лучше не лезьте туда, конечно, так, если без надобности, конечно. Ну а так, если, если подъемник будет, вообще легко общая делается. база должна быть хотя бы знаний. Ну маленько надо знать. Да. Ты-то вот знаешь, где болты открутить. Поэтому В принципе, там по кругу все болты от коробки откручиваются и все. А здесь с подушек вот получается откручиваются вот эти 4 болта. и там 3. Тут 3 болта. Все, двигатель роняется. Главное с него антифриз слить. Все трубки подключать, все датчики подключать. Кондиционер. Печку, кондиционер. Стравить и отключить. Да, и все, в принципе, на этом. Как бы больше. И отпускаешь его. Ну,
Все, вот такая работа, короче. До коробки без снятия не доберешься, мы поняли. Вообще никак. Вообще никак. Коллектор, потому что мешает, прячешь 2 болта. Да, то есть только такой вариант, только со Пока съемом, такой, пока пока такой. со съемом двигателя. Да. Больше другое не катит. Вот это вот очень важная информация, кто не найдет нигде. То есть подумает, я сейчас коробку скину, да? Да. А оно не скинется, потому что... Ну можно, если коробку скидывать, то только еще разбирать электропривода все по Но. отдельности. Ну да, это тоже как вариант. Но вот первый, там второй. До коробки А все равно ты коробку не скинешь, тебе коллектор... Ну, я будет видел, мешать. мужик один на форуме где-то в Ютубе, он скидывал сначала электродвигателя. Он вот так прям. Ну он до коробки чисто Он добирался. до А так до коробки. сальника ты не доберешься. До всё равно. сальника не доберешься. Всё равно снимать надо. Конечно, конечно. Ну, как-то так, в общем-то. Немножко нам осталось. А ходовку что не делаешь, говоришь? Попозже. Шаровую. Я жду, когда пройдет. Чтоб поставить. Да Еще вообще, новые, что? нихуя себе Ну новый. что тебе не нравится? Ни хруста, ни это, все четко стоял. Да ну. Ну, вообще идеально. Я бы на твоем месте сейчас бы поехал бы, купил бы пару Да, у меня в шаров. машине лежит все. А, есть? Ну Всё. давай поменяем что. Поменяем? Ш- Все есть. И шаровые, и линьки. Давай поменяем что. Перепрессуем, похер. Долго что ли? Все, вот, Все купил, да? все есть. Рычаги откручиваем Все и есть. меняем. Все. Рычаги Теперь. без этого. Даже свечи есть. Все. У меня все есть. Есть контроль. Свечи тоже менять хочешь? Нет. Не буду менять. М. Все эти есть присадки. Щас Даже ты- вон какая-то хуйня красивая. Не знаю, не помню, что это Это что такое. такое? Не знаю. Жидкая какая-то хуйня. Спрей турбо. Не знаю, что за байда такая. Не помню. Надо почитать. Ну что-то я знаю, О, вот эта вещь. что... Вот эта вещь. Все Ну есть. все тогда, сейчас что? Рычаги открутим. Да я тебе запрессую, перепрессую. Еще без базара. Вот все есть. Да. да, это удар от подушки. И это, об металл бьется. От металл. Вот он. Да, вот она. Смотри. Смотри. Ой, она порвана. Она убитая, она. Всё. Вот. Ну она же это Резина. Да, резина обычно. Нет, там это. Полиуретан. Полиуретан внутри. На. Я ему пизда не пришла. Может, когда... Вот она улетела. Ну, не так хорошо улетела, конечно. Ну, когда улетит. Ну да. Да хуйня. Тут, раз, два, три, четыре, пять. 5 болтов. 5 болтов. Ну, М. это хуйня. Ладно, что, пошли. Покупать собрали мы Nissan практически. Костя, он заканчивает сейчас. Сейчас чекай, кумочку. Аккумулятор накидывает и все, в принципе. Ходовку собрали. Балку прикрутили. Скоро будем заводиться, проверять. Ну и масло поменяем сразу на Moly Green. Зальем Moly Green. И все, в принципе, будем проверять. Ну а там время покажет. Сейчас надо отмыть масло, то все, которое там есть, чуть-чуть, чтобы все сухо было. Так, 1,5 заливаем. Как мед. Да, ну такой мед, чистый мед. И запах у него машинного масла. Они не то, что вот в магазинах вот это продается, Selection, оно хрен знает, оно вообще как растительное масло. Ну, запах даже есть. Ага, маслом пахнет, кстати, точно. Машинным. Но они как, блядь, хуй пойми чем, то цветочками, то, блядь, Ну. хуёчками, нахуй. То чесноком, блядь. Проверь, щуп, не будешь? Не, 1,5 еще залью. У тебя же, говоришь, 3,600, да? 3500. 3,500. Ну, сейчас еще 1,5 зальем, а потом щуп проверим и уже по щупу зальем. Еще 500 грамм. Будем по щупу заливать. Вот такой вот E-Power. Машина прикольная. Немножко замороченности есть, конечно. Да, не надо бояться. Это любая машина такая.
Что возьми Тойоту, там тоже хватает приколов. На самом деле. Ну да, что везде ходишь. И у Хонды, вон приколы такие. 5-й раз уже коробку снимаем. Потому что подшипник не можем поставить никак. Не встает и все. Эти китайские. А на бэхах 300 тысяч километров, 30 тысяч километров проедет и все, сервиса не вылазит. Ну да. А, ну вот тебе и бэха. Бэха тоже, да. Ну. Москвичка какая-то. Нам что-то придумать такое, что неудобно, блядь. Эта ручка, это пиздец какой-то. Куда его, сука, девать? Ну нахуй ты его сейчас ставишь? А он капает. Ну, она лишь капает на бочку, да. Я не хочу. Лишние этим. Грамульки. Вот, 500 грамм ровно. Это сколько у нас? 3500, да, будет? 500 будет. Ну, давай. Сейчас по щупу проверим и будем заливать по щупу. 500 грамм. Угу. Ну что, вот появилась, видишь, уже. Ну ты давай чистенько, чик. Ну, щуп хоть человеческий на Ниссане. Вон какой щуп. Ну щуп как щуп. Эль, хай, все видно, да. А вот у Хонды что-то в последнее время мне щупы не нравятся. Только теперь попасть туда надо. Вот попасть трудно, да. Ну, вот так. Еще Половину. половина. Сейчас как раз Ну сейчас вот эти 500 сливанешь. и будет нормально. И будет А нормально. потом поработает и еще по щупу посмотрим. Посмотрим. Она потому что фильтр сейчас уйдет. Фильтр же пустой. Ну ты сколько сейчас залил? 3500? 3500 ровно. Ну, Ну, у тебя по паспорту 3500. Ну все. всю жизнь 3500. Это, по-моему, 3500, если не ошибаюсь. Это я чуть 3 покупаю, 4 литра покупаю, но всегда одна лишняя. 500 грамм, да, Ну, остается? примерно, плюс-минус. Ну. Так. Вот это, да? Угу. Так. Все, проверяем. Щуп еще раз. О, уровень Уровень. ровно. Ну, я говорю 3500 3500, да. На холодную. на холодную. Эти, в контуры. Ну, в контуры уже до хирища надо литров. Ну, что такая байда? О, какая байда. Да, это GTC-шная воронка. Какая? GTC-шная воронка. Ну, что дает она? Чем плюс? Ну, видишь, У меня что, будет GT? У нее накручивается вот такая байда, это у радиаторов, у тойотовских, у нее же под такой. Ну. Накручиваешь, трубку ставишь и все, она развоздушку Да. делает. Удобная штука. У тебя такого прикола не приканает. С Ниссаном, видишь, сложнее. Так. Вот это твое, да? Сейчас сразу туда заливаем. Подожди, это не мое. Это твое. Зеленое, у меня такого не было, ты че? В смысле? У меня тесельки-то вообще не было. Я же в бачки залил, ты цель. А, ну да, это мое зеленое. А тут мало же. Ну еще надо будет. Это мы сейчас сюда заливаем. Это у Это нас инвертор. чё? Инвертор? Да. Да. Погнали. Ну даже так. Это не уходит почему? Ну, уже завести надо. Я заводил, раз ты так завел, заглушил. Оно ушло сразу, да? Но Надо сразу этот двигатель тоже. двигатель тоже заливать. Это мое, да, масло все? Не, масло антифриз.
Что не рвется? Тихо, тихо, перебор. Видишь, контролировать можно. Угу. Это что, хорошо. Не перельешь. Если идет, еще зальем. Ничего не капает там снизу, посмотри-ка. Это что? Залили мы антифризы, масло. Собрали все. Вот так вот. Что, Костя? Ошибки есть? Да, пока подключается. Че? Пока подключается. А, Ну как-то есть какие-то ошибки? сканируешь, да? Ну. Ну все, двигатель запустили. Все работает. Это вот остатки азелита выгорает. Мы еще клапан ИГР почистили сразу. Удобно. Потому что сняли двигатель. А так вот вообще его не открутишь никак. Движка работает, все нормально. А? Желтый двигатель горит на повышенных оборотах. Смотрите, ребята, штатная магнитола. Человек сделал себе Android. Все по-японски. Так. Ну, все японское здесь. Ага, Штатно. штатно, ну. Есть, а если нажимаешь чек, и Ты его получаешь по обычному этому, по да? Bluetooth По пускаешь Bluetooth. через вот такую, по Bluetooth, по USB, вот CarLink. Карлинка, ага. CarLink. Подключаешь, Ну, короче. получаешь Android. Полноценный Android. Полноценный. И все, сюда приложухи любые. Да, да. А интернет он у тебя через Симка, Wi-Fi? Симка. там, Симка прям внутри, да? Симка, которая Сколько ты отдал за нее? 10 Вообще нормально, да? Ну. 50 Вот, ребята, кодов. на Алиэкспрессе есть такая Да. штука, CarLink называется. И все. Ну, все Android приложения поддерживают. Можно, вот есть 2GIS, все. Мгм. Тут Telegram даже я поставил. Можно фильмы поставить, если хочешь. Музыка, ВК. Все что угодно, Все короче. что угодно. Ага. И не надо тебе Android покупать. Ничего никак. не надо. Ну, в принципе, цена Android сейчас сколько? Десятка, да? Десятка, ну. Ну и это тоже десятка, да, по Ну. сути. Все то же самое. Может ради Ну, только интереса. штатку, да? В Ниссане уже не надо ломать Ничего ничего. не надо. Вот может две камеры поставить, две карты поставить, кому надо. Круто. Ну, самое что нужное здесь есть, можно вот эту тему поставить. YouTube. В дороге ехать. Ну да. Мультики смотреть. Да. Детям. И да, и едь, и все. А еще можно его, наверное, поставить здесь. Вот это. А, он у тебя дублирует? Нет, надо заморочиться, не заморачивался еще. Не заморачивайся? Не надо. А так можно, да? Мгм. Ну вот, пожалуйста. Колоночки нормально качают. Ну, все хорошо будет. Звук вообще хороший, да? Сколько динамиков? Ну, как положено, раз, два, три, четыре. Угу. Прикольно. Короче, мы загружаем программу. Будем сейчас сканировать машину, ошибки. Посмотрим, что у нас высветилось. Ну, сейчас будем сканировать, смотреть. Какой датчик не Что он у подключили? тебя выдал, да. Форсунки все подключил? Да, вроде все. Ну, он работает-то хорошо, Ну, двигатель завелся Да, он сразу. с тем работал. Да? Сейчас посмотрим. Ты ему свечи еще ни разу не менял? Менял. Менял уже. Свечи дорогие? Десятку? Да, ну нафиг, 900 Там, рублей. 900 рублей? Ну, 3 свечки всего надо. Ну, Вообще кайф. 3000 на свечи, короче, Ну. Nissan, вот так вот. А у Honda 8. Каждая стоит 3 с копейкой. ну, нафиг оно тогда. И меняется вместе с этим. Да там вообще жопа менять. Ты сразу Сзади с вообще... головкой, да, поди? Не с головкой, там добраться сзади, там жабо надо снимать. Добраться тяжело очень. Все. Вот так мы все полностью погасили ошибки. Одна непонятная. С помощью программки. Одна непонятная ошибка осталась. Дата мотор, да, у тебя? Да, у меня дата-мотор. Сейчас покажу. Мгм. Вот дата-мотор. Мгм. Вот она куплена у Ну, меня. да. И она все четко видит. Ну все. А так работает хорошо, масло уже не бежит.
То есть цели мы пока добили. Сейчас прокатимся, посмотрим, что и как. Ну и все, в принципе, на это. Ну а Макс там уже Хонду практически сегодня коробку поставил. Уже все на колеса поставил. Сейчас будем тоже калибровки делать машины. Да? Что, готово, братан? Да, аккумулятор поставим, все. И все, да? Вот так вот. Ставьте лайк. Сегодня две машины у нас выйдет. И Nissan, и Honda. Я думаю. Че, прокатимся? Да, прокатимся. Давай все это. Ты инструмент там нормально все у себя. Уже складывай. Похуй, да? Что, убираю вот это все? Потом приедем, броню сразу поставим и все. Катиться, она прогрелась же у нас уже. Открывай. Открываю. Все, сейчас прокатимся на Ниссанчике. Е-пауэр. А это ты сам тоже, да? А, это обычно. Это обычно. Ну-ну. Я молодец. Нормально все сделал. Грамотно. По машинке. Погоди, погоди. Пусть откроется побольше. Вот так вот показывает компьютер. Погоди. Ага, все, погнали. Все, могу, да? Сейчас я закрою. Ты немножко выйди, я закрою. Шла закрываться. Да, все. Наверное. Все, поехали. Вот так заряд показывает машина. Прикольно. Что такое? Слышишь? Это диски цепляют, помяли об этот. А, Диски сами от диска. кожух? Кожух, да. Может быть. Может, конечно, блин, помяли. Ой, страшного. Но это херня, это мы сейчас можем даже Да, поправить. щас колеса будут. Куда? Колес. Направо, налево. Туда, до хуторка скатайся. А может сейчас вообще Ну, надо на подъем и на горку, чтобы посмотреть заряд. идет, нет? Да. Да, это ж... Точно, ага. Ну зарядка идет. Ну идет, а подожди, надо разрядить. Трет, ага, об кожу. Это когда, видать, спускали или что? Руками же шевелили. Ну. На всю улицу пойти, да? Ага, слышно, пиздец. Но оно не расходится, походу, такое. Надо делать, да? Сейчас приедем, сделаем. Камер нет? Там только. Сейчас проверим горку. Зарядку надо проверить. Так мы не проверим. Мы же едем на батарейке все время. Ну, видишь, какой путь мы можем проехать на батарейке? Нифига прикол. Ну, Не как на Тойоте, да? ну, так. Или как на Хонде. Ну там я не знаю как, но здесь вот мы едем. Видишь, сам. Прям на батарейке едем. Прям вот, пока двигатель зеленый не загорится, Мгм. мы будем ехать. Фига себе, экономия жесткая, да, прет? Пристегнись. Конечно, шаровые новые. На кожухе поправим сейчас, ничего страшного. Об диск трет просто и все маленько цепляет. А так да, машина крутая. Вот заряд пошел. Заряд пошел, да? Сейчас печку включу, будет постоянно работать. Пусть работает постоянно. Сейчас запотеет. Не, хорошая машина. Вообще кайфовая, оказывается. Места вот столько много. Капитанские кресла, все, понятно. Но... Главное, чтобы масло теперь не бежало и все. Да, это самое главное. И ради чего все было это сделано. Ну, За это, 2 дня. ну это ты уже пару дней покатаешься и сразу все видно Нет, ну будет. все сделали-то за 2 дня. Да, 2 дня. Да даже один день, Можно братан. сказать, 1 день. Если Потому бы что в ты 8 в утра 3 бы часа приехал. Да, Ну, вечером было бы уже собрано. Да, конечно. А, ну если бы еще бы сальником не ездили, вот, с дополнительно, не покупали. Ну да, 2 часа тоже потратили время на сальник, потратили. В обед приехали. Все Сейчас в горку поднимемся. быстро сделали. Ну тут что тут сложного-то было? Просто все тяжелое и все, И в принципе. А домкратить много пришлось очень времени. А так все фишки все быстро поснимал же. Фишки снимаются, ставятся на место. Не промахнетесь, по-другому не поставите. Просто знать, какую куда надо. И всё. Да, и все.
Ну, ошибочки могут вылезти, поэтому надо иметь диагностического. Да, вот с как собой. как у Кости, вот Мотордата программа нормальная, в принципе. Купил. Там камера есть, помнишь? Уже меньше стрет. Чуть-чуть. Сейчас затрется. Он может сейчас расходится вообще. Тут камера и была, да, 40. Блять. Будем кататься. Не ломайся. Потом к Женьке приедем, будем Но. разговор вести, как жить дальше с Ниссанами. Я думаю, все четко будет. Ну, запах все равно стоит, масло, видать, выгорает. Ну, конечно, а у нас выхлопной с же азелитом он долго будет выгорать. помазал. Нет, у меня же по выхлопной же масло что пошло. Но. Ну, может выгорать, наверное, будет. Сейчас приедем, поставим, посмотрим, ничего не капает. Да, оно сразу будет. Если сильно льет, сразу будет капать. Да даже если чуть-чуть капать будет, уже будет масло свежее. Мы Ну, его да. увидим. Ну же заряд. Мгм. Ну, в гараже большой он, конечно. Неудобно в такую машину у меня обслуживать. Это вообще неудобно. Ага. Он очень огромный. Места нету. Вот такие у нас дни прошли. Поехал у нас Сирена. Все ему сделали, все испытали. Уезжает. Ну и также мы Хонду отремонтировали. Хонда у нас поехала все-таки. 4 раза мы коробку снимали. Тренировались. Таец у нас не ехал. Ну и в принципе. Собрали мы на оригинале. И корзину поменяли, новую поставили. Ну другую немного. И все, и у нас все Ну, заработало. это как бы у нас два в одном, это уже мне подшипник. Опять сборка, короче. Да. Один тайванский и оригинальный. Ну давай я сниму, как Сирена выйдет. Давай! Сирена у нас 2 дня ремонтировалась. Поехал. Все, всем пока. Пока, Костян. Все, надо в гараже прибраться. Ну и все. Хонда тоже сейчас хозяин приедет Хонду забирать. Все у нас откалибровалось. Сейчас только что. Вот она, красавица, стоит у нас. Тоже ее запомним. Все, ставьте лайк, оставайтесь с нами. Гибрид-центр Якутск. Хозяин забирает автомобиль, хочет понять, как работает машина. Вот мы его несколько дней делали. Таец у нас не прошел, поставили сюда оригинальный подшипник. Ну, контрактный, оригинальный, не новый, но побегает. Хорошо, мы его смазали, обслужили. Поэтому этот подшипник будет бегать. И сцепление, новую корзину поставили, ну другую, контрактную тоже. Сейчас скажешь свои впечатления, как машина едет. Шаровые же тебе тоже поменяли. Ну, по ходовке у тебя сзади еще брякает. Что-то стойки, походу. Стойки вообще в круг, по-моему, надо менять. Тормоза лучше стали. Помощнее поехал. Не пинается, видишь, она переключает плавно. Ну, ты на отсечку ее никогда так не делай. Не любит робот это. Он шлифанул. Это не нужно делать. Ты ездишь как ездишь, это не гонка. Это размеренный гибрид. Ну да, намного лучше стало. Тормоза нормально. Видимо, что-то не то было. Но, Качать надо. Ну, прикольно. ну, теперь фит так фит. Да, То, что машиной было. стал.
как он автомат, и как автомат, как вариатор. Чик-чик-чик переключается, ты даже на пятке не чувствуешь. Кайфово. Спасибо. Да, ну думали, что подшипником только отделаемся. Но пришлось цепу поменять. Цепа это кир. Дальше. Ну а так, конечно, блин, уже не хочется, если честно, браться за такие ремонты. Потому что сейчас уже хотим перейти к практике, короче. Наверное, новое только сцепление будем ставить. Посмотрим. Что-то не хочется перебирать с этих Таиландов и ставить в это пиздос. Потому что, ну, опыт большой, но по 5 раз машину разбирать, собирать, это не прикольно. На новый сцепление, кстати. 210 в коробке. Ну зато ты его поставишь и все. И забыл. Ну, забыл на 100 тысяч. Если через 100 тысяч не перемажешь подшипник, ну, вот этой смазкой, все, опять прилипнет, так же будет. Вот надо брать, короче, на 80. Что говоришь? Вот надо брать. Вот это надо брать, да. Ну, эта машина уже, конечно, устарела. Ну, а так, в принципе, это были аппараты. Я сам люблю маркообразы. Я купил. Красава. Поздравляю, вот эта машина. Ну все, катайся, Серега. Спасибо большое.